Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в нашей рубрике «Арт-погружение» речь пойдет о вошедшем в Золотой фонд якутского изобразительного искусства полотне «Якутск конца 17 столетия» кисти Ивана Васильевича Попова. Иван Васильевич Попов стал первым художником, освоившим новую для якутов форму духовной культуры. Один из старейших мастеров профессионального изобразительного искусства Якутии вошел в историю не только как талантливый живописец, но и как якутский этнограф, фольклорист, просветитель. Его картины, которые также можно увидеть в экспозиции нашего музея, как «Шаман», «Теленок», «Строительство школы» и многие другие, составили фундамент творчества Ивана Васильевича Попова и его исследовательского интереса к материальной и духовной культуре родного края. Произведения, написанные в реалистической манере, несут в себе скрытый этнокультурный подтекст. В них он нередко сочетал академическую живопись с условной народной изобразительностью. Иван Васильевич Попов при всем своем пристрастии к натуре, к миру, при всей своей связанности с реальностью в историко-архитектурном пейзаже Якутск конца 17 столетия изображает не то, что он непосредственно видит и наблюдает, а то, что он знает об изображаемом предмете, опираясь на факты и архивные документы. И, конечно, мы знаем, что наш Якутск, один из старейших городов Восточной Сибири, был основан в 1632 году, располагается в долине Туймада. И по преданиям древние якуты облюбовали ее, пригнали сюда табуны лошадей, стада коров. Понравилось место и русским казакам. Честь основания Ленского острога будущего Якутска принадлежит енисейскому казачьему сотнику Петру Ивановичу Бекетову. Летом 1631 года он с отрядом из 30 казаков был отправлен, чтобы построить острог на Великой реке. 25 сентября 1632 года острог был возведен на земле барагонских якутов. Это был первый острог на Лени. По историческим преданиям якутский острог неоднократно переносился, и лишь в 1642-43 годах уже был перенесен на современное место в долину Туймада. И так постепенно Ленский острог из отдаленного окраинного городка превращается в центр огромной территории, подчиняющейся непосредственно московскому правительству. Еще один такой интересный факт, что в далеком 1638 году известно, в Якутске насчитывалось всего 200 человек жителей. И вот здесь, в этой картине, перед нами как раз и предстает на фоне синеющих вдали сопок, в снежном уборе, многобашенный казацкий острог, крупный опорный пункт на северо-востоке Российской империи. И, конечно, потом ставший впоследствии замечательным памятником древнерусского деревянного зодчества. Как мы с вами видим, картина лишена событийного сюжета. Автор изобразил Якутск обыденным зимним днем, придав пейзажному раскрытию исторической темы жанрово-видовой характер. Композиционное построение картины не отличаются особой сложностью. Художник выбирает высокую точку зрения, и таким образом ему позволило развернуть перед нами широкую панораму и создать ощущение огромного пространства и простора. Мы видим с вами, как к потемневшему от времени крепостному ансамблю примыкают новые золотисто-жилые строения и торговые ряды, базарная площадь. В пейзаже сочетается протяженность и широта земной панорамы с ощущением ее уютной обжитости, заселенности, чему способствуют и стафажно изображенные фигурки горожан, которые заняты своими повседневными делами. Среди них мы можем увидеть служивых и торговый люд, якутов с умой из окрестных улусов. И вместе с тем
весь настрой картины с ее предсумеречным состоянием зимнего дня, с ее подчеркнутой сдержанностью в колористической гамме, специфически сибирский, якутский. Таким образом, автор показал облик далекого российского города, размеренно делового, гордо утвердившего себя в суровом крае. И мне кажется, как нельзя лучше к этой картине подходят строки из поэмы Рылеева «Войнаровский». В стране метели и снегов на берегу широкой Лены чернеет длинный ряд домов и юрт бревенчатые стены. Кругом сосновый частокол поднялся из снегов глубоких, и с гордостью на дикий дол глядят верхи церквей высоких. Вдали шумит дремучий бор, белеют снежные равнины, и тянутся к кремнистых гор разнообразные вершины. Дорогие друзья, наш музей открыт для посетителей, и мы будем рады видеть в наших экспозиционных залах вас вместе с вашими близкими, друзьями, семьями, где вы еще раз сможете прикоснуться к прекрасному, погрузиться в мир изобразительного искусства и в том числе познакомиться с творчеством замечательного якутского художника, одного из основоположников якутского изобразительного искусства Ивана Васильевича Попова, о полотне которого якутск конца 17 столетия сегодня я рассказала в нашей рубрике.